Что ты знаешь о Степлаге, о Джесказгане и о Кингирском восстании? Вот мне просто интересно. Знаешь ли ты что-нибудь? Я об этом знаю абсолютно ничего. Политические заключенные там находились, скорее всего. Можно сказать, что я тоже ничего не знаю. Ну, перед поездкой изучал. Можно сказать, я вот только-только недавно начал смотреть информацию. Когда училась я, практически о ГУЛАГе не было там какой-то одной большой темы типа ГУЛАГ. На советский период очень быстро так тык-тык-тык-тык-тык-тык и все. Вообще в школе, когда вот начинают говорить о репрессиях, в основном говорят только вот о лошадинцах, и все, вот этим закрывают. То есть то, что народ страдал, то, что вот это все настолько рядом, то, что это все происходило, об этом не говорят. Даже если говорят, то типа абзац и все. Я считаю, что это все было неправильно, это, как-то не по-человечески, то, что все это задавалось. Так, имеется в виду, я про вот эту вот статью, да, 58-я, то есть любой человек мог попасть под эту статью буквально. Как вы думаете, почему люди массово писали доносы друг на друга? Там друзья друг на друга, соседи, с которыми они годами там жили и так далее. Как так получилось? Ну, я тоже слышал когда такую историю, то, что раньше проблема была с жильем, в общем, то есть писали именно на соседей, то есть после того, как его заберут, можно было получить это жилье для себя. Я не думаю, что это прям было массово, что это все так делали. Если честно, так как я вообще не жил в Советском Союзе, Советский Союз это для меня как в книге Оруэлла, короче. Прям один в один. Я представляю, как так и было. То есть люди боялись друг друга, люди подозревали друг друга постоянно. Что там было? Там же человек исчезал просто, перестал существовать. То же самое, типа, люди боялись, наверное, смерти. Турганбек, давайте сначала, вот сейчас куда мы идем? Мы сейчас зайдем внутрь вот этого периметра, чтобы вы могли посмотреть. Потом зайдем, и дай бог, если там еще лестницы вряд ли уже сохранены, но внутрь еще зайдем, чтобы вы посмотрели изнутри. Что Это главное управление, здесь жили офицеры. Здесь было управление степного лагеря. Оно находилось на территории 3-го отделения из 9. 2 отделения у нас в Руднике, это 3-е, Балхаш, Теректы, 80 километров вы ехали, и плюс Карсакпай, Джизды. Мы в Джизды попадем сегодня. 3-е отделение начиналось вот здесь, отсюда оно шло туда. То есть это сама зона? Да, полностью лагерная зона, в том числе 2 мужские, 1 женская, нет, хоздвор, а потом уже женская зона. Мы в район женской зоны с вами выйдем. Так, это получается у нас Это здание... главный корпус управления степного лагеря. Вот 3 главных корпуса, где находились офицеры, управление, оперчасть, архивы, ну и так далее, и так далее, и так далее. Здесь были фонтаны, бассейн, то есть здесь было благоустроено место, где, может быть, проводили свой досуг офицеры управления Степлага. Чуть дальше был детский сад, ну и остальные там культурные учреждения для управления Степлага, для офицеров управления. Сколько человек вообще было вот в управлении, в конвое? Вы знаете, насчет конвоя информация закрыта. Она до сих пор, засекречена до сих пор, да, не дают материала по 410-му конвойному полку. В лаготделении сидело 6500 зэков, 1500 женщин. Из них где-то порядка 30 или 40 человек приговоренных к каторжным работам, КТРовцы так называемые. Это по уголовке они шли? Нет, 58-я статья. Все тоже полностью 58-я статья. 58-я статья – это те, кто совершал преступления согласно Уголовного кодекса РСФСР. Да, вот, кстати, для наших зрителей не все просто... 58-я статья – это Уголовный кодекс РСФСР. Там где-то порядка 14 пунктов. Измена Родины, переход на сторону врага, выступление с оружием в руках против советской власти и так далее, и так далее, и так далее. Вот по 58-й статье все те, кто воевал против советской власти в 40-е и 50-е годы на территории Украины, Прибалтики, всех сюда. Лесные братья, плюс бандеровцы. Их до 52 года зачищали и сюда отправляли. Неважно, какой возраст, неважно, какого пола. Боевые действия состоялись где-нибудь в деревушке в Западной Украине. На улице обнаружили несколько трупов убитых солдат, допустим, советских Красной Армии. Живут там, проживают 16-17-летние девчонки, мальчишки. Всех сюда.
Шла ты, допустим, с продуктами куда-то в лес, чтобы помочь своему отцу, брату в борьбе против Красной Армии. Здесь. 10 лет, как минимум. За серьезное преступление до 25 лет, но это уже политического характера преступления. Для того, чтобы, знаете, рассказывать о лагерях Степлага, надо, я считаю, делить все-таки этот рассказ на две части. ГУЛАГ до войны и ГУЛАГ после войны. Если до войны в ГУЛАГе действительно сидели так называемые политические, кроме, значит, всяких там диверсантов, шпионов, разведчиков или несогласных с советской властью, сидели еще, как говорится, юридически обвиненные лица в том, что они там, ну, недолюбливали советскую власть, извините, могли пнуть там колхозную корову или рассказать. 37-39 вы имеете Да, в виду? да, я имею в виду до войны. То после войны, извините, в особых лагерях ГУЛАГа сидели в основном изменники Родины, всякого рода националисты, лесные так называемые братья, бандеровцы. И вот теперь их именно пытаются назвать тоже безвинными жертвами сталинских репрессий. Вот. Смешивая именно с теми, кто сидел ни за что. Вот говорят, вот он ни за что, вот ни за что. И получается так под общий котелок, получается и они ни в чем не виноваты. Но ведь это же неправда. Степлаги специально создали для того, чтобы содержать именно этих лиц. Если вы хотите посмотреть, что там внутри было, можете зайти посмотреть. Ну, обычно как? Пролет, и туда пролет, туда два. Ну, видно. Как стандартное построение любого архитектурного здания подобного типа, административного характера, оно имело вот такую вот лестницу. Поднимались и направо расходились. То есть то же самое, что и здесь мы видим, и наверху. Это все, что осталось вот после. Какого года постройки вот эти дома? 49-51, вот этот период. То есть уже сами, непосредственно, когда на месте начали 60 строить. лет, ой, 70 лет уже. Уже 70 лет. Ну, я пытаюсь понять, вот когда было Кингирское восстание, вот в этом здании условно подписывали те самые приговоры, там проводили совещания, как быть с этим? Следствие велось здесь. Следствие велось здесь. Выездная сессия Карагандинского областного суда тоже была здесь. Но здесь еще не забывайте, помимо официальных судебных органов, еще лагерные суды. Материалы лагерных судов до сих пор закрыты. Лагерных судов до сих пор закрыты. Нарушили какое-то, выезжают сроки и так далее, и так далее. Добавляют тем срокам, которые у вас уже были. Это кресты знаменитые. Здесь представители разных национальностей, особенно из стран, например, Прибалтики, Украина и Япония, устанавливают такие мемориальные кресты в память о тех своих соотечественников, кто погиб в Степлаге. Вообще, по идее, кресты должны были поставить на месте массового захоронения. Но, как говорит историк Аланиязов, это не то место, оно где-то вот здесь, но никто точно не знает на самом деле, где вот эта огромная общая могила, куда сбрасывали тела тех, кто был расстрелян или просто погиб в Степлаге. Ну и поэтому решили вот выбрать вот это место, оно прямо на въезде к городу Джисказган, город, который убил кучу людей на свое строительство, промышленность, ради которой, в принципе, был создан не один, да, сразу 9 лагерных отделений, которые входили в Степлаг, Карлак там, и так далее. Начиналось все с военнопленных, закончилось через 2 года после Кингирского восстания политическими осужденными. Есть современные исследования журналиста местного, бывшего шахтера, который тоже написал, восстание которого не было, у него книга называется «Шакир Амил», висит в интернете. Я лично с ним встречался, читал его работу. Там он говорит, да не было восстания, это вы все либерасты пишете о том, что было восстание. А на самом деле правильно держали здесь настоящих преступников, которые должны были работать на родину. И он сказал, восстание было всего 2 дня. Первый день и последний день. А все остальное была волынка. Почему вы назвали книгу «Степлаг, восстание которого не было»? А его и не было. Дело в том, что вот все эти события, которые там вооружены, ну хотя бы где-то там стрельба была или там ну, вот, какие-то движения, и если вот это все сложить, вот, как они там пошли в женскую зону, как в них стреляли и все прочее, и плюс 1,5 часа, когда восстание подавили, всего наберется 30 часов где-то. Все остальное время
это были переговоры, где люди спокойно жили, кушали, никто их там, как говорится, не ущемлял, то есть переговоры велись. А потребовалось, чтобы все-таки люди поработали, и вот их подавили это. Это был своего рода, скажем, саботаж. Это был обыкновенный саботаж. Кстати, это все признают. Тот же Солженицын, тот же Грунин, все это признают, что это был явный саботаж того, что, то, что произошло. А не какой-то там восстание, что там возмущались. Ну, там возмущайся, не возмущайся. Но тот же Аланьязов пишет, мне смешно. Он говорит, людей гнобили, их, значит, наказывали за то, что он в строю разговаривает, курит или идет вне строя. Вы знаете, хорошо, что он не сидел, значит, господин Аланьязов. Вот когда мы шли из мужской зоны в женскую зону, там проламывали, там, так на нас пулеметы наставляли. Я военнослужащий, на фронте был. Мне так страшно, мне было. Но там было за что погибать. А тут, ведь это восстание случайно началось просто. Его никто не хотел, я вообще не хотел. Мне, собственно, год оставался до свободы, когда началось восстание. Мне важно было избежать восстания. Но какие-то люди, может быть, даже засланные советскими НКВД, нас заставляли идти в женскую зону, потому что им хотели понизить зарплату, а если они подавят такое восстание, им же одинаково отпускали. Новую версию выдвигаешь, я такое не слышала. Нет, это интересная версия. Ты многое не слышала. Мы сейчас въезжаем на территорию женского лагпункта. Здесь было 3 лагпункта. 2 мужских отделялись хоздвором, а потом уже женская зона. Вот это все женская зона была. Сохранился 1 барак и, по-моему, стена. Вот сейчас влево возьмите. Вот это барак, да. А от стена, вон там уже развалено. Можете сейчас пока сюда подъехать и заснять барак. Ну, может быть, мы в бараке тогда интервью запишем? Вы туда не попадете внутрь. Он загорается. Частная собственность. Серьезно? Да. Мы просто обойдем, с той стороны можем посмотреть. Вот это вот последний барак, который остался более или менее еще в таком вот удобном состоянии. Смотрибельном состоянии, да? Да, и это вот та самая стена, Это стена, которая отгораживала хоздвор. из которого Там мы началось. были 1-й, 2-й мужские лагпункты, здесь 3-й женские И лагпункты. Кингир начался отсюда. Кингир, ну, может быть, с той стороны. Ну, в смысле, вот Да, именно да, с этой именно с стены. этой стены он начался. Мы сейчас туда пройдем, дальше увидите, может быть, даже еще остатки стены То сохранились. есть мы прямо на исторических Лет развалинах. 10 назад еще на стене стояли деревянные столбы с колючей проволокой. Видите, как складывали все это? Это делали сами зэки. Месили глину, формовали, лепили. То есть сами себя загораживали от мира. Считается более-менее в официальных версиях, что, в принципе, это восстание произошло после того, как завезли уголовников. Ну, поводом стала стала женская зона, в смысле женское отделение, а причина была там в том, что они устали работать вот в таких условиях. Понятно. Насколько это, вот, вы считаете, соответствует действительности? Это вообще не соответствует действительности. В 1953 году прошли ряд восстаний в лагерях, вот вы их назвали, кстати. Вот. Речлаг, Норлаг и, вы можете удивиться, и Степлаг. В 1953-м, хотя мы знаем, что восстание произошло в 1954-м. Дело в том, что вот, например, Норлаги организовали восстание никто иные, как заключенные из Степлага. Когда в Степлаге узнали, что что-то тут готовится, их срочно, этих заключенных, собрали и отправили туда. И они туда прибыли, они начали заниматься тем, чем потом занимались здесь. То есть убивали бригадиров, запугивали рабочих и подняли восстание. Именно заключенные из Степлага, именно вот эти бандеровцы и лесные братья. А здесь тоже было восстание, но оно захлебнулось. Было восстание с 7 на 8 ноября 1953 года. О нем никто не говорит. Я вообще впервые Вот. слышу, да. Никто не упоминает. Хотя есть документы, прямо там говорится. А с чего, кстати, 7-8 ноября оно и началось, вот это так называемое выступление в 1953 году? С того же самого. С женщины? Совершенно верно. Они рванули в женскую зону, но их успели
перехватить, как говорится, толпа была не очень большая, как в 1954 году, их перехватили, вернули и все прочее. Причина основная – это недовольство лагерного контингента тем, что в стране после смерти Сталина не было смягчено режима. Поводом было банальное завоз небольшого контингента из 400 человек, бытовиков так называемых, то есть уголовников. Но вот эти бытовики решили попробовать женского тела, ну, грубо говоря, и перелезть через заборы вот этого хоздвора, проделав отверстие на территорию женской зоны, попытались сюда проникнуть. Охрана, видя такое нарушение режима, распорядка, применила огнестрельное оружие. Ну, порядка 13 человек было застрелено. Тела не убирались. Это, естественно, да, прям огневая зона, бросили, да, постреленные лежат. И когда туда приехало начальство и начали разбираться, в чем дело, как дело, оказалось, что это всего лишь вот это вот уголовное хулиганское поведение бытовиков. Начальство пообещало смягчить режим, открыть двери, калитки, чтобы население контингента могло общаться. Но свое, скажем так, обещание начальство не выполнило. Вроде бы лагерь успокоился, начал выходить на работу, но спустя 2 дня, на 3-й день, опять началось вот это вот волнение, которое вылилось в активную фазу сопротивления 6-тысячного контингента 3-го лаготделения администрации лагеря. Все надзиратели, все охранники, все прокурорские работники были выдворены с территории лагеря. Лагерь забаррикадировался, отказался выходить на производство. В ходе этих переговоров заключенные по-прежнему продолжали выдвигать свои требования, ждали, что приедет с ЦК КПСС, лично сам Хрущев. И в течение 40 дней, с 16 мая по 25 июня, работы как таковой не было. И после того, когда поняли, что вести переговоры бесполезно, ни на какие уговоры не подаются, мирным путем не хотят решить эту проблему, ни на какие предложения лагерной администрации восставшие заключенные не идут. И тогда, по указанию ЦК КПСС, министр внутренних дел Круглов дает команду силовым методом завершить вот эту так называемую волынку, или, как мы говорим, восстание, недовольство. Сабантуй, как еще это называли. С Урала 5 танковых экипажей из 1-й танковой дивизии МВД СССР были перекинуты сюда, высажены на 60-м разъезде в 36 километрах от города Жезказгана, от поселка Кингир, прошу прощения, и выдвинулись в район 3-го лагерного отделения, подтянули 1500 солдат внутренних войск, и 25 июня на рассвете было принято решение о силовом подавлении. Танки использовались как, скажем так, моральное воздействие для слома каких-то там быстрым методом возведенных баррикад. Цифры разные называются погибших во время вот этого силового подавления. Кто-то называет 120, кто-то 200, кто-то 300. То есть точные цифры никто пока назвать до сих пор не может. Но после того, как восстание было подавлено, всех заключенных вывели в степь, положили лицом в землю под охраной, тем более июнь месяц, жара. И они там около 2 или 3 суток находились, пока по отдельности не выдергивали и не велись оперативно-следственные мероприятия. Приятно с вами познакомиться. Очень хорошо. Раиса Михайловна, 1926 года рождения, 30 декабря. Да. Проживаю в Жезказгане с 1950-го. Ну, про то время я расскажу точно, потому что я в то время дружила, было 3 отделения. Один был Федоров этим начальником, а мы с его женой работали. Когда 40 дней было восстание, уже они находились там все время. Придет, домой был низкий, толстый,
Я говорю, Ванька, Колькин, это его звали Иван Николаевич, а мы семейные, ровне. И вот так. Я говорю, Валя, ну что там? А получилось, я купила шубу цилейковую. Вот сдали мы в понедельник восстание, еще не знали, и я сдала. Потом Иван Николаевич шуба, Иван Николаевич шуба. И это он вынес. Первое время начальство еще заходило, а потом уже не стали заходить. Танки были. Вы видели танки? Они на первом, я-то не видела во время восстания, куда я к лагерю подойду. Но мы побаивались. Их все же 3. Этого было отделение по 8 тысяч, 24 тысячи. А в то время народа тут было мало. А вы знали, кто там сидит? Политические они считались предателями. Руководил восстанием, формально руководил восстанием бывший полковник советской армии Кузнецов, который получил свой срок, 25-летний, сидел здесь. Но тут, видите, какая канва. Когда восставшие захватили власть в 3-м лагерном отделении, они освободили всех заключенных, тех, кто сидел в внутренней лагерной тюрьме, в том числе и Кузнецова. Кузнецов увидал вот это вот состояние и понял, что он как офицер, бывший офицер советской армии, Красной армии, должен каким-то образом вот это все упорядочить. Создается комиссия из числа заключенных по 58 статье. В степном лагере, в 3-м лагерном отделении находились участники повстанческого движения на Украине, ауновцы, которые не выпячивали себя, которые находились сзади и являлись как бы теневым кабинетом, ну, выражаясь современным языком, по управлению вот этими действиями. Они себя не показывали. Почему? Потому что ОУН строилась как, скажем так, нелегальная организация, со своей дисциплиной, со своими, скажем так, связями, со своей разведкой и контрразведкой. Естественно, в этих условиях представители ОУН не позволяли себе вот эту вещь. Западные украинцы, их в Советском Союзе называли западными украинцами, а на самом деле это были восточные порядки. Да? И литовцы тоже. Они до революции были самостоятельным, сильным государством. Литва была сильным государством. И они, их потомки, они хотели быть всегда свободными, и чувствовали свободу. И что? Им за разные провинности давали литовцам, украинцам не по 10 лет, а по 25 лет. Вы знаете, какая большая разница. То есть этим людям уже терять нечего было, да, по большому счету, да? Я хотел бы сказать Конечно. одну вещь. Вот если бы вы, там, любой человек меня спросит, кто написал настоящую правду о Степлаге, вот кому можно верить? Вот Алан Язов написал, я написал, там еще есть авторы, много авторов тоже написали книгу о Степлаге. Кто говорит правду? Вы, наверное, подумаете, что я покажу пальцем на себя. Ничего подобного. Я убежден, всю правду о Степлаге написал только сам Кузнецов Капитон Иванович. Это 40 страниц его рукописного показания. От начала до конца он пишет там правду об этом восстании. А остальное все выдумки. То есть мы практически, я считаю, знаем все. Единственная загадка во всей этой истории для меня сам Кузнецов Капитон Иванович. Кузнецов и еще ряд с ним таких активных руководителей вот этого восстания были приговорены к расстрелу. Долгое время считалось, что всех их расстреляли. Оказалось, нет. Знаменитая исследовательница американка Марта Кравери, работая с картотекой ГУЛАГа МВД, выявила карточки тех, кто действительно был расстрелян, а кому дали дополнительные сроки. Так вот, расстреляли 2 или 3 всего. Остальные получили новые сроки и досиживали свой срок. Но что характерно,
После 1956 года, когда началась оттепель в стране, Кузнецов в 60-м году получил амнистию. Вышел на свободу, вернулся в свой Крым, где занимался до последних лет виноградарством и виноделием, поскольку это была первая гражданская профессия. Енді осы степлактың отырған адамдары негізі Жезқазған қаланы. Иә. Осы степлак лагерінде отырған жаңа саяси тұтқындар біздің осы қаламыздағына Кеңгір су қоймасы, ТЭЦ, сонымен қатар әртүрлі үйлер, біздің мынау мыс қорыту зауытының көптеген жаңағы құрылыс нысандарын осы біздің степлак лагерінде отырған тұтқындар салған болатын. Және бұл лагердің орналасқан жер қазіргі таңда құрылыс жаңағы нысандары қалып қойды. Қазіргі бұл ғимараттар құрып бара жатыр. Жалпы мына мемлекеттік қорғауға алынды. Қазір степлак лагерінің орны. Және бұл лагерде мына қарап отырсаңыздар, музей қорында көптеген құнды жәдігерлер, экспонаттар бар. Степлак лагеріне қатысты. Ең алдымен айтатын болсам, бұл сол саяси тұтқын отырған Пинчуковтың картасы. Қарап отырсаңыздар, 3-ші лагерь бөлімшесінде асханада қабырғаларында қалып қойған жаңағы суреттер бар. Ол суреттерді біз енді екінші кезеңге сол жұмыс тұр, яғни қайта қалпына келтіру. Енді біріншіден ол суреттерді сақтап қалу керек, өйткені табиғат бізді білесіздер, Жезқазған қысы өте қатты, жазы қатты ыстық. Сондықтан жел, аңызақ, соны сақтап қалу үшін жаңағы үстінен кәдімгі төбені жабу керек. Ол жерде 2 офицерлік ғимарат та бар. Ол жер Олармен не болады? Ол енді біз оны келесі неге қойып отырық, олардың көбісі жаңағы сатылып кеткен. Ол жердің иелері бар, жеке меншік болып кеткен. Көрдіңіз бе сол кезеңдерде? Ал мынау 3-ші лагерь бөлімшесі ғана иесіз. Сондықтан біз осы жерден бастап жатырмыз. А вот схема есть в музее, там непонятно, что это они. Схему-то рисовали очевидцы. Они же не видели всю панораму. Понятно, да. Они видели только тот участок, где они находились. Из одного лагпункта в другой лагпункт. Кто кого пропустит? Ну Это да. охрана. Так, наконец-то я захожу здесь. Я здесь никогда не заходил, потому что здесь была гора мусора. Вон даже лопатой здесь очищают. Очищают, молодцы. Вот мы сейчас с вами увидим панораму. Эта панорама лет 6-7 назад, после того, как штукатурка под атмосферным давлением отпала. Вот да, это самая да, картина. Вот это вот панорама. Ее законсервировали. Вот оттуда показывали кино, пожалуйста. Сюда. Да, сюда. А теперь это, получается, невозможно восстановить, что было изображено, да, полностью? Вы знаете, для того, как это восстановить? Вообще, слушайте меня внимательно. ГУЛАГ, лагерь ГУЛАГа, Романов, они предлагали такую картину, распилить и вывести. И вроде бы уже договорились даже. А как только это просочилась информация, все, наши никому не дадим, якобы. Но приехали, законсервировали, чтобы дальше не разрушалось. Для того, чтобы всю картину открыть, это надо послойно отслаивать. Но как только мы все это подслойно наслаиваем, атмосферные осадки уничтожат это все сразу. То есть здесь что мы видим? Там мы видим Москву, Красная площадь, так? Кремль. А здесь мы видим наш Жезқазган, паровозы, обогатительная фабрика и так далее. И так далее. А это что? Это уже все хоздвор? один комплекс зданий. Вот все, что осталось. Вот там мехцех вот этого Жезқазганского медзавода. Там мы сейчас подойдем, сохранились бараки, В которых жили жили. реальные. Я вам что хочу сказать. Вот только благодаря тому, что они загородили, они сохранились. Их не растащили на стройматериалы. Вот Галия. Это часть лагпункта. Видите? Сюда идите. Да, я Видно? слышала. Видно? Да, вот. вижу. Вот это все от остатки. Вот эти вот остов с арматурами, Да. Это вот все лагерное помещение, бараки. Вот барак, здание барачного типа, каменное. Как строилась жизнь в таком бараке? Вот это вход. Это вход, да. Дальше что, как? Нары. Так. В 2 ряда. Два ряда. Разделены на секции по отрядам, по бригадам, скажем так. Здесь, как говорится, и Отхожее место. отхожее место могло быть здесь. Ну, в разных местах по-разному. Бежать отсюда некуда. Вот как здесь могут поместиться 300-400 человек? Запросто. Вы подсчитайте длину и высоту. Вот эта длина и размеры, скажем так,
1,2, 1,6 квадратных метров на одного заключенного, чтобы можно было лежать. Вот и посчитайте, сколько здесь будет. В 2 ряда. В 2 ряда. Вот так вот. Вы можете просто визуально замерить, сколько здесь шагов. Метров примерно. Здесь Давайте не менее попробуем. 50-60 метров. С двух сторон 100 метров. По квадратному. И вот посчитайте, сколько будет помещаться. 4, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, А не 29, поленилась ведь. 30, Считает. 31, 32, 48, 49, 50, 50, ну 51, 52, 53. Сколько? Ну, примерно 54, 55. Ну, 50 метров. Вот так вот 300 человек. И все это в отвратительном состоянии. Горы Ну, вот мусора. здесь еще сохранились перекрытия из 50-х досок, которые держали вот это все. Не выломано еще. Марганец они добывали ручками. Ну да, кайло, носилки. То есть Взрывали. прям совсем вот как. Не, ну почему? Шур прорыли, взрывчатку заложили, взорвали, это вылезло, на тачке грузим. Ну вот, сохранившееся здание. Мы сейчас подойдем к фронтону. Здесь жил большой начальник лагеря, который самый благоустроенный коттедж по тем временам, 40-е, 50-е годы, который вот имел определенные вкусы, и эти вкусы ему оформляли местные Умельцы. лагерные художники. Да, умельцы. Известно, кто конкретно здесь жил? Так не могут найти, кто конкретно автор. О, то есть вот эти верблюды. Да, это вот как бы оформление фронтона было. Может, попробуем зайти? Саламатсыз. Біз Астанадан келгенбіз, журналистпіз. Сіздің атыңыз қалай? Несіп. Несіп? Сіз степлак деген білесіз ба? Негізі степной лагерь деген білесіз ба? Мен білмеймін. Білмейсіз ба? Сол кісі біледі. Бола ма? Рахмет. Крик. Саламатсыз, ата. Менің атым Ғалия. Мен журналистпін. Сіздің атыңыз қалай? Менің атым Мұхамбетқали. Фамилиям Әбілдинов, әкемнің аты Айғазы. Енді сіз осы үйде неше жыл өмір сүріп жатсыз? Бұл үйде 64 жыл өмір сүріп жатырмын. Сіз бәрін тарихтын білесіз ғой. Енді бәрін білгенде осы майды өзі осы үйге өмірге келдім. Осы үйден мінекей әлі келе жатырмын. Өсіп өніп жатырмын. Бұл үй негізінде бұл штаб болған, әскери штаб болғаны. Мынау үйдің ішіне кірсек, міне жағынан клуб болған, кәдімгі ненің отырған. Сосын былай қарай бухгалтериясы штабтың әскери несі болған. Ал әскердің несі анау қырдың басында әрмен қарай уже бұзылып жатыр, сол жерде зонаның әскері. Степлак болды. Степлак. А степлак негізінде мынау сельхозтехника, мынау бұзылып жатқан здание. Соның ішінде істеген. Ал енді несіне еткенде, бұл 39-шы жылы салынған үй. Неден келіп салған, жаңағы степлак лагердің үйлері. Мына башня да сонда салынған. Осы мөлшердегі барақтардың бәрі сол уақытта салынған тегіс степлактың. Енді басқа несі бар? Басқа қандай? Енді сіздің ата-аналарыңыздың қалай алып алыпты осы үйді? Одан кейін бұл үйді, бұны лагерді неткеннен кейін көшіргеннен кейін бәрі тегіс. Бәрі уже үйге бөліп берген уже. Сол уақытта бізге жаңа үй мынадан бір комнаталы үй тегіс сондай тиген. Қазіргіден бұрынғыдан қалған мен ақ қана қалдым, басқа ешкім қалған жоқ, бәрі кетті баратын жеріне. Мен сол ГУЛАГ музейіне барғанда сұрақ қойдым, жаңағы бұрыннан келе жатқан қызметкер бар екен, үлкен кісі. Не үшін лагерлер ашылды? Не үшін саяси тұтқындар отырды? Неге барлық халықтарды бір неге түрмеге қамады деп. Бұл жерде менің ойымша мүмкін тегін жұмыскер, тегін еңбеккер, бесплатный труд дейді ғой жаңағы. Сталиннің саясаты сол болған шығар. Мүмкін жаңағы барлығына бірдей ақша төлей алмайды, сосын жаңағы саяси тұтқын деп барлығын жаңа бір түрмеге қамап, сол жұмысқа тартқан шығар. Тегін жұмыскерлер керек болып десем, жоқ дейді ол кісі. Бұлардың бүкіл жаңағы саяси тұтқындарды ұстап тұрған ақшасы, қыруар қаржы, олар керісінше екі есе біз есептедік дейді. Екі есе көп дейді, ол басты мақсат ол емес дейді.
сонда басты мақсат не нәрсе екенін айтқан жоқ, ол әлі зерттеліп жатыр деді. Экономический ГУЛАГ нецелесообразен. Он нерентабелен. На содержание лагерей уходило больше, чем давали эти лагеря. Почему? Потому что подневольный труд, он всегда непроизводителен. Да, могут работать, да, выполнять какие-то планы, но подневольный труд всегда остается непроизводительным. Это было так всегда или это было последние годы? Это было всегда. Зачем тогда Сталин, в принципе, начал вот эту тему с ГУЛАГом? Вы не забывайте одну вещь. ГУЛАГ как таковой создавался еще в 20-е годы. Соловецкие лагеря особого назначения. Еще после окончания гражданской войны, 20-е годы, когда создавался Соловецкий лагерь особого назначения, была поставлена задача использовать бесплатную дармовую силу для освоения тех или иных пространств. Ведь тот же Карлаг был создан как сельскохозяйственный лагерь по освоению огромных неосвоенных территорий Центрального Казахстана. Ведь это не перевоспитание трудом, это использование принудительного труда в экономике. Природные ресурсы, которые огромны, но для эффективного их освоения нет сил и средств. Тем более во время войны, тем более после войны. Понимаете, о чем идет речь? На что шло в основном содержание лагерей? Вы не забывайте, зарплата офицеров, зарплата надзирателей, содержание конвойных войск, транспорт, питание. Получается, что, в принципе, да, все эти доносы, репрессии и так далее, это все ради экономики. То есть не так боялись там каких-то заговоров на самом деле, сколько просто нужны были люди. Нет, тут более сложнее вопрос. Ведь репрессии 1937 года, когда НКВД, вначале Егода, потом Ежов, Егода, а потом уже Берия, они не по собственной инициативе эти репрессии проводили. Руководство, политическое руководство во главе со Сталином действительно боялось заговора. Действительно боялось пятой колонны. Это еще началось в 20-е годы. Речь идет о том, что вот в 30-е и 40-е годы органы госбезопасности под руководством, политическим руководством СССР занимались социальной инженерией. Уничтожали те слои, которые не вписывались в рамки той коммунистической идеологии, советской идеологии, которая была провозглашена еще в 1917 году. Охрана, конвой, администрация Степлага. Они все разъехались потом? Там у нас жили кто угодно. Угу. И они, бывшие надзиратели, ну вот, все-таки это более были вольно наемные. Их снаружи охраняли, когда вводили на работу воинская часть, а здесь вольно наемные. И сами, кстати, заключенные, очень многие здесь остались работать. Где они еще могли такую хорошо оплачиваемую работу найти? Как эти две вселенные, которые вот буквально, да, там 3-4 года, как они вообще взаимодействуют? Уживались. Все было тихо, никто никому ничего не напоминал. Вот. Я всегда спрашиваю, ну вот как, про войну не рассказывают, и они никто не рассказывал. Но они же знали, что это надзиратель, там, это конвоир, там, и так далее. Ну и что? Зато они знали тоже, кто бандеровец, кто там ни за что. Так что там они молча все жили. Все тихо. А вы беседовали с надзирателями бывшими? Нет. Я не беседовал. Нам, пацанам, было все равно, кто наши родители. Мы жили... Вот я говорю, у меня было вот там 5-6 друзей, которых... Они их воспитывали строго в коммунистическом, значит, такому воспитании. Они пионерами были, они были комсомольцами, они отлично учились. Один из бывших бандеровцев, он получил образование, вот комбинат же есть наш, это там Джесказанский. Он был большим, значит, человеком в этом комбинате. И в свое время, в 70-х годах, он, значит, зашел в партком и сказал: все, я искупил вину перед Родиной, примите меня в партию. Вы представляете? Там все были в шоке и сказали: ты что, вообще с ума сошел? Сегодня я вот сделал небольшую такую реплику. К сожалению, наблюдая за теми, в кавычках, демократическими процессами, которые протекают в России, в Казахстане, многие еще ностальгируют по твердой руке, не понимая того, что твердая рука не решит проблему. А если она ее решит быстро, то издержки быстрого решения вот этих проблем будут потом непредсказуемы.
И вот эта ностальгия по твердой руке есть. И она проявляется в отдельных произведениях. Вот знаменитый Шакир Амил, который написал книгу «Восстание которого не было», это публицист, это журналист, который оправдывает действия политического руководства, оправдывает действия тех, кто подавлял, и критически осуждает, с презрением относится к тем, кто позволил себе такую наглость, такую смелость выступить против режима. Получается, наш исследователь, о котором мы сейчас говорим, Шакир Амил, сталинист. Неосталинист. Да, ну сталинист, то есть он пытается возродить вот это все. Некоторые ваши оппоненты, ну, в смысле, в цивилизованном смысле оппонент, ну, вот, например, тот же самый, да, Алла Ниязов, считают вас сталинистом. Вы согласны с этим? Вы знаете, не хотелось бы об этом говорить, но этот человек кормится со своего. Я со своего не кормлюсь. И мне разницы нет, кто я. Вы понимаете? Что значит сталинист? Нет, я же признаю, что были репрессии, что были среди репрессированных очень много невинно осужденных. Действительно. Вот, я листал эти дела, я видел, кто был за что осужден. Вот. Без проблем. Никто, например, этого не отрицает. Тот же, например, те же российские историки, которые вроде стоят на сталинских этих позициях. Нет. Но когда человек называет националистов и всяких этих героями, а у него так и написано, вы меня извините, пожалуйста. Вы меня извините просто. Енді жастардың ең қызықтыратын стенд қайсы? Жастарды қызықтыратын ол бізде жаңағы бірінші қабаттағы өлкенің тарихы ғой. Палеонтология, ежелгі көне ескерткіштер, ежелгі экспонаттар. Біздің дәуірімізге дейінгі 65 миллион жыл бұрынғы экспонаттар сақталған. Мүйіз тұмсықты, динозаврлардың қалдықтар, бөлшектері және ең қызығатын археология, сосын этнография бізде астында бірінші қабатта. Енді мынау тақырып өте ауыр тақырып қой, білесіздер сол. Содан немножко қызықсыз оларға кішкене қызықсыз. Бірақ біз қызықсыз болғанмен оларға айтуымыз керек, олар білу керек тарихты. Біз ата-бабаларымыз қандай ауыр, қандай жылдардан өтті, қаншама нәубетті басынан кешірді. Ол тарихты білу керек. Сондықтан біз ол тарих не үшін білуіміз керек? Біз одан сабақ алуымыз керек өйткені. Сабақ алмасақ болмайды, өйткені біз оны қайталамауымыз керек, ол басымыздан өткенді. Почему, на ваш взгляд, никто не интересуется степлагом и историей, связанной со степлагом? Он всячески афишируется, даже во всех, что это самое крупное восстание в ГУЛАГе. Вот. И, естественно, там 2-3 фразы. Сидели безвинные люди, их там гнобили, и они подняли восстание. Все. Вот столб, на котором сейчас и держится. То есть, кто на чем кормится, вот. Завтра объявят, что никакого этого не было. Там, значит, сидели фашисты, и люди будут кормиться с этих. Я так считаю, никому это не интересно. Какую дали указку, как было, вот говорят, при советах все было политично, так и сейчас. Надо, чтобы там были безвинные люди. Знаешь, там сказали тебе безвинные, знаешь, безвинные. Придет какая-нибудь другая власть, скажет так, найдутся люди, которые будут говорить, что там, значит, сидели враги. Эти развалины уйдут в небытие. Вот те развалины, на которых мы сейчас с вами находимся, по планам корпорации «Казахмыс», здесь будет огромный на территории рудника, поселка Весовой, Крестовский, и вот эта территория, это все будет открытый карьер. Поэтому, если еще в течение ближайших полгода больше никто не приедет, кроме вас, это все останется, уйдет в небытие, рухнет. К сожалению, у нас сегодня не до конца идет осознание того, что память о прошлом, какое бы она ни была черным, страшным, нужно хранить в воспитательных целях. Для этого нужны структуры, для этого нужны бюджеты, средства, специалисты, в конце концов, которые знают, как это делать, как сохранять и так далее. Значительная, подавляющая часть населения Джизказгана, особенно молодого, практически даже не знают свою прошлую историю. Но это же ужасно, пока это все дозреет,
условно. Насколько я понимаю, вот эти все развалины, которые мы колесим 3 дня, да, по ним, это последние вообще развалины лагерной системы в Казахстане. Тут я могу только развести руками. Их не будет. Их не будет уже. Листая английского поэта Джорджа Байрона, я у него нашел там одно четверостишее. «Покуда Колизей стоит, и Рим стоит неколебимо, но рухнет Колизей, рухнет Рим, а вместе с Римом рухнет мир». Вот это алгоритм того, что происходило в СССР. То есть ГУЛАГ – это Колизей. Пока он стоял, империя функционировала. Как только ГУЛАГ рухнул, то есть Колизей, рухнул Рим, СССР, а вместе с Римом, с СССР, рухнула мировая система, полярная система, двухполярная система. Ну что, мы едем наконец-то из Караганды в Астану уже. Это наша завершающая часть пути. Было очень интересно, потому что мы увидели очень много мест, где прям вот, где вот сидели начальники. Мы увидели стену, которую разрушили, получается, когда вот восстание началось. А вот из спикеров тебе кто особо, вот чьей точки зрения, может быть, ты придерживаешься больше всего? Ну, я считаюсь, как, наверное, молодое поколение. Молодое поколение, как правило, либеральное все. И, наверное, я придерживаюсь больше мнения Аланиязова. Тим, давай. Мы как раз вот вчера, да, по-моему, обсуждали, что вы же до этого снимали «Карлаг», и вам там было интереснее, потому что там было больше историй. Спикеры рассказывали больше историй. А в этой поездке получилось, что больше там фактажа, да, там какого-то... Я ожидал, как говорится, увидеть что-то более, что-то хотя бы сохраненное. По факту туда приехали, там просто разруха, ничего не сохраняется. Все, практически все в частной собственности или вообще никому не нужно и валяется. Самое важное, мне показалось, чего здесь нет в Степлаге, это вот этого интереса, что ли, у аудитории к этому лагерю и к этим событиям. Потому что, ну, это вот потом останется таким белым пятном. 2 человека, которых мы смогли найти, которые там этим занимаются более-менее, это очень мало.